разница. Но большинство украинцев, как я уже говорил в начале, все-таки имеет недостаточно знания крымских татар, чтобы составить вот такое вот мнение. Вопрос, ну, и я не могу отвечать за всю Украину. Крымские татары достались Украине и украинской власти не потому, что украинская власть этого очень хотела. Мы не знаем, что там в 1991 году думала украинская власть на самом деле. Но вот так вот по факту вышло, что крымские татары вернулись на свою историческую родину, а эта историческая родина теперь вместе с Украиной в свободном плавании без союза. И Украина реально не знала, что делать с крымскими татарами. И все эти 23 года вот это вот незнание, понемножку там украинская власть чего-то там додумывала, а больше, конечно, не додумывала. И сейчас окончательного понимания нет. Вот нет окончательного понимания. И поэтому я не буду утверждать, что все вот прям горят желанием освободить Крым от всех и вся. Не будем скрывать того, что крымские татары являются самым главным антагонистом русскому национальному движению. И без крымских татар лозунг «Крым исконно русская земля» был бы совершенно непреодолимым для нынешней Украины. Потому что если бы крымских татар не было, если бы не было Бахчисарайского дворца, если бы не было... И скоро не будет. Ну, надеюсь, что все-таки нет. Надеюсь, что все-таки они слишком чтут Александра Сергеевича Пушкина, чтобы развалить. Стиле. Нет, он все-таки у них вместе с Путиным на 3-м месте по самым популярным в России именам. Я думаю, что ради его памяти они не развалят дворец до основания. Потому что как бы тогда придется выбросить Бахчисарайский фонтан из школьной программы. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но когда речь идет